Здравствуйте, в студии Надежда Саханская. Вы смотрите программу «Актуальное интервью». В регионах Российской Федерации продолжается обсуждение законопроекта о местном самоуправлении. Данная инициатива является следующим этапом выстраивания единой системы публичной власти в стране. Законопроектом выстраивается обновленная модель организации и деятельности органов местного самоуправления. Органы МСУ должны полностью перестроить свою работу к 2028 году. Какие предложения вносит в проект федерального закона парламент Якутии, расскажет наш гость. С нами на связи Владимир Прокопьев, председатель постоянного комитета Государственного собрания Ил-Тумен по государственному строительству и местному самоуправлению. Владимир Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, какие ключевые моменты отражены в новом законе о местном самоуправлении? Во-первых, необходимо отметить о том, что в новом законопроекте более четко разграничены полномочия органов муниципального образования и органов государственной власти субъектов Российской Федерации по решению вопросов местного значения. Далее необходимо отметить о том, что существенно расширены полномочия субъектов Российской Федерации по решению тех или иных вопросов, касающихся организации и деятельности муниципальных образований, что очень важно, поскольку в данном случае будут учитываться особенности тех или иных регионов нашей страны. Далее, появляются новые институты, такие как коллегиальный орган местного самоуправления, появляются территориальные органы местной администрации. Далее наделяется очень серьезными полномочиями глава муниципального образования, являющийся руководителем местной администрации, который будет замещать одновременно и муниципальные должности, и государственные должности. Таким образом, достаточно много нововведений, но вместе с тем необходимо отметить о том, что нормы действующего 131 федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления, они в основном перенесены в данный новый законопроект. Что же даст в таком случае один уровень местного самоуправления вместо двух действующих? В наших условиях, учитывая наши огромные территории, иные особенности, мы считаем, что одноуровневая система местного самоуправления будет способствовать более такому решению оперативному, и иному решению всех вопросов на местах. И при этом надо понимать о том, что в целом в мире, во всем мире действует одноуровневая система местного самоуправления. Мы считаем, что в условиях нашей республики одноуровневая система, она даст более оперативно решать проблемы и, наоборот, приблизить районный, уровень к населению. Более оперативно будут решаться те или иные вопросы. Владимир Михайлович, ведь уже в прошлом году в стране начался процесс укрупнения местных поселений в муниципальные округа. Действует уже 100 муниципальных округов, и новый закон тоже подразумевает сокращение количества органов местного самоуправления на поселенческом уровне. Какие поселения Якутии могут объединиться и как это отразится на жизни якутян? Предполагается, что муниципальные округа будут создаваться в пределах этого переходного периода, по принципу один район, один муниципальный округ. То есть до 2028 года никаких особых изменений не должно быть по тексту. Это раз. Во-вторых, я считаю, что нет необходимости объединять или разделять эти муниципальные округа до определенного периода. То есть мы должны постараться сохранить
то, что нами достигнуто в течение многих лет. На территории тех или иных муниципальных образований по замыслу авторов законопроекта будут создаваться местные администрации, которые будут образовывать коллегиальный орган на уровне округа. Это совершенно новый, я считаю, что возможно такой, значит, положительный момент данного законопроекта. Получается, что закон подразумевает два перечня полномочий. Это для региона и муниципалитетов. Если это действительно так, то кто и за что будет отвечать? Очень четко прописаны собственные полномочия муниципальных образований, которых 27. И есть 28 полномочий, являющихся государственными, но которые могут быть переданы, значит, тем или иным муниципальным образованием. Тут интересное заключается в том, что если раньше вот эти полномочия могли передаваться либо всем, либо никому, то и из смысла данного законопроекта понимается, что те или иные полномочия могут передаваться адресно, исходя из возможностей каждого муниципального округа. Это один момент. Второй момент, значит, буквально вот в конце прошлого года был принят 414 федеральный закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации. И там, значит, практически 2 раза увеличены полномочия субъектов Российской Федерации. Если раньше их было где-то около 90, сейчас стало 170 полномочий. И данный законопроект предполагает, что те или иные полномочия, которые раньше было нельзя передавать, переданные субъектам полномочий, сегодня получается, что по данному проекту, что, значит, субъекты Российской Федерации могут передавать те или иные полномочия, находящиеся, являющиеся совместными, скажем, полномочиями. Это расширяет возможность, опять же, муниципальных образований. Будут ли учитываться особенности территорий? Потому что известно, некоторые районы у нас дотационные, а некоторые обеспечивают себя самостоятельно. То, что дали больше возможностей субъектам самим решать многие вопросы местного самоуправления, это предполагает, что, значит, будут учитываться все нюансы. Действительно, у нас есть достаточно обеспеченные собственными доходами муниципальные образования, есть те, которые являются практически полностью дотационными. Какой же в таком случае будет общая структура органов местного самоуправления? Предоставлена большая возможность субъектам самим определять и организационные, территориальные, значит, функциональные основы. Мы сами будем решать. Наша позиция парламента максимально сохранить существующие и границы, и наименования, и в целом структуру органов местного самоуправления. С учетом, конечно же, нового закона. Как население будет участвовать в жизни своего населенного пункта? Участие населения, значит, она предусмотрена. Значит, разные формы, вот, такие как референдум, выборы, сход граждан, опрос, публичные слушания, собрания, инициативные проекты и так далее, они присутствуют в одном из важнейших глав, в частности, в 5 главе данного проекта федерального закона, где речь идет о непосредственном осуществлении населения местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления. Какие же тогда предложения вносит парламент в проект федерального закона о местном самоуправлении? С момента получения нами проекта федерального закона проведена очень серьезная работа. Прошли обсуждения практически в каждом муниципальном образовании. Мы провели ряд, значит, мероприятий, заседаний, расширенных заседаний комитета и так далее. Было очень много консультаций. Поступило более 150 различных предложений в режиме, когда обсуждали в режиме первого чтения, и порядка 50 предложений в виде поправок. Изучив и рассмотрев все предложения, комитет подготовил 9 поправок к проекту федерального закона.
Вот. Ну, если вот очень коротко группировать, мы предлагаем, во-первых, при преобразовании, при установлении и изменении границ, значит, муниципальных образований непосредственно решение принимал субъект Российской Федерации без участия иных органов государственной власти, которые тут они были предложены. Мы предлагаем, значит, более четче прописать в императивной форме о том, что, значит, территориальные органы местной администрации должны обязательно присутствовать, ну, как одна из важных форм управления системой органов местного самоуправления. Далее мы предлагаем, чтобы законом субъекта Российской Федерации определялись иные вопросы, которые будут обсуждаться на публичных слушаниях. Это, возможно, и стратегия развития, это, возможно, и рассмотрение, обсуждение вопросов, касающихся генеральных планов, землепользования и так далее, и так далее. Это, мы считаем, одним из важных и существенных моментов. Ну и мы предлагаем в 84-й статье об особенностях организации местного самоуправления субъекты Российской Федерации должны принимать непосредственное участие при разработке и принятии федеральных законов, касающихся столиц субъектов Российской Федерации, районов крайнего севера с ограниченными сроками завоза грузов, территориях опережающего социально-экономического развития и в Балтийской зоне. Это наша особенность, и мы считаем, что субъекты обязательно должны участвовать, и которые подразумевают, что перед принятием таких федеральных законов должны согласовывать с субъектами Российской Федерации. Вот в целом, если очень коротко, наши поправки заключаются в этом. Благодарю вас, Владимир Михайлович, за содержательную беседу и спасибо, что согласились стать гостем нашего интервью. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.